Вторую школу Сунжи не узнать. Большое трехэтажное здание заменило двухэтажку 62 года. Детям приходилось учиться в приспособленном помещении в тесных условиях. Со временем здание обветшало, а реконструкция была бесполезной. Айшат Костоева с первого класса помнит старую школу. Отучилась в ней, а сейчас руководит. Говорит, привязана к этому месту душой и телом, а старые стены грели ее и были ей родней. Несмотря на всю любовь к своей школе, она понимает, какое преимущество даст новое здание на 250 мест, что в 2 раза больше, чем ветхое учреждение. Школа современная, со всеми условиями. Мы сейчас здесь можем уже себе позволить. Здесь и актовый зал, здесь и спортивный зал, хорошая библиотека, большая столовая, разные мастерские для детей. Все условия созданы, все здесь есть. Строительство объекта завершат к концу этого года. К возведению новой школы рабочие приступили прошлым летом. Сначала снесли ветхое здание и занялись вертикальной планировкой. Залили фундамент, возвели бетонный каркас и все это оформили облицовочным кирпичом. А так как здание в длину около 70 метров, его для сейсмоустойчивости поделили на 2 блока деформационными швами. Сейчас рабочие на стадии финиша. Вся инженерная коммуникация подключена. Стены и полы оформлены. Осталась установка оборудования. Школа будет соответствовать всем требованиям. Слаботочкой предусмотрены различные системы и пожарной безопасности, и оповещения, и места эвакуации. Вентиляционные работы предусматривают дымоудаление, плюс подпор воздуха и, в общем, наличие противопожарных дверей, ДПМы, наличие эвакуационных выходов, их направление, наличие вот этих противопожарных блоков специально для маломобильных групп населения, людей ограниченных в движении. И даже эти вопросы здесь проработаны с учетом всех строительных норм, тех регламентов и санпиновских нормативов. Параллельно с внутренней отделкой рабочие благоустраивают территорию школы, площадь которой больше 1 гектара, что недостаточно для установки всей необходимой спортивной и игровой инфраструктуры. Несмотря на это, проектировщикам удалось максимально использовать площадь, чтобы она имела все те же площадки, что и другие школы, строящиеся по нацпроекту образования. Проектировщики компактно выполнили решение этого генплана. Он включает в себя спортивную зону. Вот за моей спиной находится мини-футбольное поле 50 на 29 метров, волейбольная площадка с травмобезопасным покрытием, это 2. Теперь слева от меня находится зона игровых площадок, 4 зоны для разных возрастных групп обучающихся, младшей группы, средней группы и старшей группы. На этих зонах, 4 зонах, с травмобезопасным покрытием будут разбиты у нас МАФы, установлены МАФы, малые архитектурные формы, игровая зона там, всевозможные, для каждой возрастной группы. Вторая школа станет 11-й по счету, которую планируют сдать в этом году по нацпроекту образования, инициированной президентом Владимиром Путиным. Так, в регионе благодаря новым общеобразовательным учреждениям полностью решится вопрос с дефицитом мест в школах, позволив ликвидировать двухсменный режим. Теперь же учиться станет намного приятней, удобней и комфортней. Это поспособствует лучшему восприятию детей учебного процесса. А чтобы школа соответствовала проектно-сметной документации, заказчик в лице Минстроя мониторит ход строительства. Работа выполняется подрядной организацией в соответствии с проектной документацией, прошедшей госэкспертизу. Выявленные замечания в ходе строительства подрядная организация устраняется в рабочем порядке. Нарекания со стороны заказчика, с Министерства строительства, пока подрядчика никаких замечаний не было. Развитию образования власти региона уделяют большое внимание. Помимо нацпроекта, в 2023 в рамках реализации федерального проекта модернизации школьных систем образования и госпрограмм развития образования к началу учебного года провели капремонт 16 школ республики, что создало комфортную, безопасную, благоприятную и современную образовательную среду, которая вдохновляет, мотивирует детей учиться, творить и развивать таланты. Адам Гулоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.